Новые магчымасці для развіцця эканамічнага супрацоўніцтва прадпрыемстваў у рамках інавацыйна-прамысловага кластера у розных галінах абмяркоўвалі удзельнікі бізнес-форуму, што прайшоў у Пінску на базе Полесскага университета. Участвуют больше 10 университетов, представили свои разработки, плюс учреждение Академии наук в виде Института радиологии, плюс наши производственники, это НПО «Интеграл». Выкарыстанне 3D-друку у дзіцячай кардыахірургіі, распрацоўкі ў галіне арганічнага раслінаводства, інавацыі ў сістэме ачысткі вады, праекты ў галіне здаровага ладу жыцця, зялёнага турызму. Гэта і іншыя праекты прадстаўлены былі на розных секцыях. Очень серьезно у нас разработка создания беспилотного транспорта. Мы будем делать беспилотную систему. Вначале мы сделаем только один такой электробус на 6 пассажиров для Беловежской пущи, который будет в режиме, когда водителя нет, просто люди подходят, садятся и их по Беловежской пуще проводят экскурсию на любом языке. Дело в том, что мы заинтересованы в сотрудничестве с субъектами хозяйствования нашей республики и не только нашей республики, и готовы оказать квалифицированную юридическую помощь. Мы обменяемся контактами, может быть, опытом работы, поэтому я думаю и уверен, что это будет взаимовыгодное такое общение и сотрудничество. Данные биржи, они позволяют определяться в общении научных работников и тех производственников, которые, возможно, эти технологии будут внедрять, где-то находятся какие-то решения, задачи, которые необходимо будет дорабатывать. Поэтому для города и в целом для нашего государства данные выставки, они очень, скажем так, необходимы. На працягу цэлага дня працавала біржа дзелавых кантактаў у Пінску. Яе ўдзельнікі абмяркоўвалі і заключалі дамоўленасці аб супрацоўніцтве сумесных праектах. Марыя Кобец, Юрый Печур, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».